как быть с теми банками, которые очень часто замыкают и не дают воспользоваться собственными деньгами. Так часто происходит. Люди порой жалуются, когда нужно заплатить за товар или услугу, их счет почему-то становится невозможно по нему оплатить. Сбои идут постоянно. К банку наказание почему-то Национальный банк не хочет применять. А если человек, простой человек, не применяет где-то безналичку, его хотят наказывать. Вот это вот как понять, я вот вообще вот этого не могу, да? Общественный транспорт. Везде, вот всюду говорят, надо безналичкой платить. Никто не против, хорошо, надо. А почему валидаторы не везде работают? И если не работают, кто должен нести ответственность? Тот, кто платит безналичкой, или тот, кто этот валидатор устанавливал? Вот мы, опять же говорим, госуслуги, муниципальные услуги, сейчас постановление приняли, должны быть безналичным расчетом оплачиваться. Да, хорошо, очень хорошо. Но не все госуслуги и даже муниципальные услуги можно через вот этот LQR, который сейчас Нацбанк утвердил, через него оплачивать. Везде всех, вот от простого гражданина начинаете требовать, ты обязан платить безналичкой, ты должен это делать, показывай свои деньги. К банкам вы меры не применяете. Когда вот это будет цифровая устойчивость банков? Давайте так сделаем правило. Если банк не дает возможность использовать собственные деньги безналичным расчетом, то к этому банку применять санкции. Иногда вот замыкает в аэропорте МАНАС, оплата безналичкой. Почему? Там не наказывают никого. Туннель оплачивают, там постоянно ломается. Почему? Там не наказывают никого. Везде вы требуете безналичку, но никого не наказываете при этом. Виноват обычный гражданин.